Казахский как язык математики. Меня спрашивают, как я изучаю казахский язык. Один метод, который я применяю в изучении, это поиск однокоренных и прочих похожих по звучанию слов. Меня по моему основному роду деятельности особо интересуют переводы терминов по математике и экономике. Поэтому я многое гуглил, и мне было приятно, что многое переведено логично и несложно запоминается. Я не преподаватель казахского, и до прихода в клуб Мамиле изучал его только в школе и вузе. Поэтому поправьте меня, если что. Итак, поехали. Сложение складывать это косу. Добавить что-то, например, во время приготовления пищи, это тоже косу. Вычитать вычитание это алу. Вычесть значит взять. Умножение умножить это көбейту от слова көб. Как и в русском языке слово умножить происходит от слова много. Слагаемый множитель переводится соответственно как косылгыш и көбейткыш. Разложение на множители көбейткыш тергежек теу. Сумма переводится как сома или косында. А произведение, то есть результат умножения, переводится как көбейтінде. Таблица умножения көбейту кестесі. Формулы сокращенного умножения в алгебре это қысқартылған көбейту формулалары. Уменьшаемое, то есть число, из которого вычитают, это азайғыш, а вычитаемое это азайтқыш. Оба от слова аз, мало. Разность переводится как айырма, от слова айру, отделять, разрывать, разобщать. Деление, делить это бөлу. И этим словом обозначается как деление в математике, так и поделить что-то в быту. Делимое это бөлінгіш, делитель бөлгіш. Частное, то есть результат деления это бөлінді. Дроби это бөлшектер. Логично, дробь это одна из выражений продукта деления. Числитель дроби это бөлшектің алымы. Знаменатель дроби бөлшектің бөлгіші. Последнее легко запомнить, если на знаменатель делят, чтобы получить дробь. Обыкновенный дроби это жай бөлшектер. Десятичный ондық бөлшектер. Неправильный дроби бұрыс бөлшектер. Последнее легко запоминается, если знать слово дұрыс, правильный. Смешанные числа это аралас сандар. Идем дальше. Отрицательные числа, одна из самых интересных и нужных тем в математике, это терес сандар. Тоже несложно запомнить, если знать слово дұрыс. А положительные числа, соответственно, это он сандар. Запоминается, если помнить, что они расположены справа от нуля по числовой оси и по оси абсцисс в системе прямоугольных координат. Уравнение по-казахски это тендео от слова тен равно. Решить уравнение тендео на шешу. Чертить переводится как сызу. Мы чертим линейкой. Сызгыш. А линейная функция это сызыктык функция. Большинство функций, используемых в экономике, линейны. И экономисты используют массивы данных. Директер массива, который приводят к линейной форме строя регрессии. А переменная это айнымалы. Многочлен по-казахски это көп мүше. Корень слова көп, не путать с математическим корнем, используется и в геометрии. Например, многоугольник это көп бұрыш, а многогранник это көп жақ. Жақ это грань, сторона объемной фигуры. А стороны многоугольника переводятся как қабырғалар, то есть то же самое, что стены. По-моему, тоже логично и запомнить несложно. Были бы понятно объясняющие учителя.